Серега перед работами моет акву. Этот тоже, братан. Да. О, нормально. Все. Сейчас, Жига, пойдем посмотришь. Ну. В салон с той стороны пойдем. О, ничего себе, тут как грязно, елы-палы. Здесь вообще жопа. Убито вообще конкретно. Конкретно. Ну ладно, чё. Заодно салон почистим. Ну, короче, мы эту акву будем оживлять. Она будет в нормальном состоянии. Потому что приехала она у нас в очень убитом состоянии. Серега двигатель помыл. Такой чистый, идеальный двигатель. Что сейчас будем делать? Все, загоняем на батареечку. Ну и ГР будем чистить. Также будем чистить дроссельную заслонку. Также будем свечи проверять здесь на этой машине. Масло поменяем. Слушай, а масло в двигателе только поменяли же, да, пока? Масло пока в двигатель? Да. Ну, потом в коробке в конце поменяем еще. Вытащил батарейку от аквы. Да, тут, короче, вообще жесть. Сейчас надо ее разобрать будет все. Кулер вообще забитый конкретно. Да вообще жесть. Вон, о, оттуда выэтывается, да? Да. Хрена. Здесь тоже, смотри, На. слой Сейчас пыли как просто жесткий. Давай, заводи дувчик. Сейчас, правда, в гараж все пойдет, ну ладно, слишком мы ее близко сделали. Ну, давай, посмотрим. Чуть-чуть туда. Не, нормально, зато ракурс классный будет. Внутрь задуй, прям вовнутрь. О, смотри, что с нее вылетает. Вот они, батареечки какие. Давай. О, нифига. Его разбирать надо. Если бы он не приехал, это все, это смерть. Да, и так уже батарейка кончена. Да. Такая тут грязь. Все чищу. Сколько песка здесь. Земля, песок. На батарейке все вот такие зеленые, в окислах. Вообще жесть. Я не пойму, даже если ее ремонтировали. И вот бирки стоят. Гарантийные бирки, прикинь, стоят на ней. 18-й, 10-го, какой-то год непонятный. Ну, мы сейчас разберем, с этой шины снимем, будет видно. Такая вот история на этой батарейке. Вот эти вот затянули до такой степени, что просто она не тянется. Скрутили, короче, болты вот эти свернуты. Сейчас не знаю, что делать. Надо их как-то либо отрезать, либо что, эти гайки спиливать надо. Потому что так она никак не сетуется. Иначе элементом будет хана.
Да им и так, походу, там хана, там ловить с них нечего. Но тем не менее. Будем смотреть. Сейчас как попробовать его аккуратно снять. Продолжается у нас по акве. Такая черная заслонка. Грязная. Я скрутил болты кое-как, вот эти две перемычки. Батарейка была ремонтирована. Ремонтирована была... Как фирма? ЕКТ? Гибрид ЕКТ? Да-да-да. В 2020 году она делалась. 18, 10, 20. Вот была замена произведена. Вот раз элемент, 2, 3, 4, 5. Походу 5. И здесь еще. Ну да, вот эти все элементы 5 штук были заменены. Такие вот дела вот. Но болты закрутили до такой степени, как будто они их, я не знаю, затягивали какой-то большой, короче, этой трещоткой или чем. Кое-как открутил. Пришлось подпилить. Потому что, ну, тут вообще динамиком все закручивается. Здесь не надо так сильно затягивать. Вот эти два элемента, аж вот эти начали прокручиваться, короче. Ну, посмотрим. Сейчас сделаем диагностику батарейки, а там видно будет, что с ней вообще. Стоит ее ремонтировать или нет. Так, там группам она вся вот такая зеленая. Вот. Контакты все зеленющие. Причем грязь на пятаках, которая уже играет роль при контакте. И здесь тоже она вот вся вот такая вот шина. Серега там разбирает EGR уже. Дроссель снял. До EGR добирается. Ну, короче, вот такая батарейка пришла в работу. Так вот. Такой вот холодильник грязный. Грязи хватает. Телефон разряженный. Подсветку не могу включить. Так вот. А так сейчас мы снимем клапан. Посмотрим, насколько он грязный. А трубка где? Металлическая от него. О, там забитая тоже. Где она? Вон на столе. А, на столе. О, трубка тут, да. Тут кусками, вот. Грязная, жестко. Вот с нее куски вылетают. Вот такие. Забитая. Сейчас будем замачивать, возелить. Все вот так открутили. Коллектор тоже грязный. О, болтик. Болтик сюда. Коллектор грязный. Прокладку надо будет менять по-любому. Прокладку я новую буду ставить, потому что это обжатая. Тоже вот на входе EGR очень много грязи. Вот это вот куски. Вот они. Чистенький. Отмытый уже коллектор. Идеально. Вот будем его втыкать. Будет чистая заслонка. Серега уже ее помыл. Будем ставить. Новую прокладку. Новую абсолютно. Давай ставим. Торжественный момент. Ставь, я поснимаю. У этой прокладки уже вон какой кантик. Мощный. Вон. Сколько? Миллиметр почти. Ее хрен обожмешь. Пропуска не будет никакого по воздуху. Вот EGR-чик абсолютно чистенький. Когда телефон зарядится, заколебал. Что это зарядник его не увозит. Нифига. Так, давай. Не хочет. Прокладку тоже новую ставим. Вот. Старую убрали. Старая пережатая. Все. И где-то у нас еще была вот. Ну вот это в принципе нормальная. Мы ее оставим. Нормальная. Все, на дросселе мы оставляем. Не будем прокладку менять. Все, этот втыкаем. Эти силикон резиночки. Все. Втыкаем. Объясняю тебе. Вот твоя диагностика получилась. 20 элементов. Вот такой вот они емкости получились. 33, 21, 47, 71. Короче, вот такой емкости. Я предлагаю убрать все тридцатники.
сороковники, двадцатники. И вместо них поставить 70%. Здесь нам надо 9 элементов получается. Вот вместо вот этих, которые крестами, вместо 33 70-ка, вместо 21 70-ка. И вот эти вот тоже 70-ки. Она у тебя в принципе будет вся 70%. Нормальная будет батареечка. Вот такой вот клапан EGR. Вот столько грязи у тебя здесь. Смотри, что творится. Сейчас будем чистить. Вот столько грязи. Сейчас еще и замочим его, вазелить. Вот эту тоже открутить надо. Серега замачивает минут на 10. Пусть лежит. Тут прям щеткой можно будет, а эту водичкой. Тоже щеточкой чуть-чуть. И вот так положи его, вот так вот, стоя. Блять. Так вот. Все, пусть стоит. Чего там, Тоха, почистили твой клапан. Он вообще идеально чистый. Здесь тоже все, трубочка вся. Вон, вся чистенькая. Идеально. Все. Prius Альфу запустили. Поменяли. Почистили клапан EGR на нем. Всю систему EGR почистили. Дроссель. Прокладки новые поставили. Так вот все работает. Стоит, обучается. Ну вот. Клапан EGR уже показывает 1,97. Еще сейчас упадет. Дроссель пока на 16. Сейчас тоже будет падать. Обучение когда пройдет. Так работает нормально. Пусть все стоит, ждем, когда обучится. Батареечку. Вот общая пачка. Здесь у нас мощные поставил. 83%. 70-ки. Вот, с 80-ками. Здесь уже поменьше емкостя. 60-очки. Это родные, которые остались. А так вот, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 элементов новых поставил. Тут по краям слабые еще родные остались. Будем смотреть, что получится. Сейчас будем балансировать. Так вот. Разбег 26. Батарейка вся ровная. Вот эти чуть-чуть помощнее получились. Нормально, в принципе. Они подвыровнятся. Батарейку на эту аку сегодня все почистили здесь, все чистенько. Вон. Весь салон пропылесосили. Все нормально теперь выглядит. Батарейка теперь в чистоте будет. Серега кулер почистил, прям весь продул батарейку всю сегодня. 10 поменяли 9 элементов на 70%. Так что вот так вот втыкаем. А до этого она обслуживалась у нас гибрид EKT Lab. Диагностика, ремонт. Ребята занимались походу. Ну что, нормально. С 2020 году, считай, они сделали эту батарейку, да? В 2020 году вот элементы меняли. Ну и в принципе как бы работает. 24 год сегодня. 4 года прошло с момента ремонта. Я считаю, что неплохо отремонтировали батарейку. Ну, перезатянули контакты очень сильно. Это есть. Ребята динамиком не умеют работать. Ну а так, работало же. Загрязнили сильно. Но, конечно, они, считай, как, видать, отремонтировали батарейку. Все пластмасски сломали. Крепежи. Ну. Ну и контакты что-то грязные сильно, да? Как будто их вообще не почистили, обратно воткнули. Просто. Ну как-то так, есть, короче, нюансы. Ну и ребята в 2020 году только, видать, начинали заниматься, ничего толком не знали. Вот, это мы тут год назад только начали тоже заниматься. Уже всего постигли. Как бы так, работаем. Нормально все будет. Эта батарейка поживет. Аку. Вот такой у нас дымок идет. Выпаривается азелит. Ну и немножко там на коллектор накапало. Чуть-чуть.
一つ上のフィーリングスプリンター